Чтоб не зажимал зазор, делается. Можно тоже на нем сыграть, но... Сейчас спрашивают, не ударит ли током. Здорово, Ларон! Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Алексей Мартынов. Как вы, наверное, уже догадались, сегодня речь пойдет о хомусе. Сегодня мы познакомимся с народным мастером-изготовителем хомусов Иваном Ильичем Христофоровым. Говорят, что хомус излечивает многие болезни. Его высокочастотные звуковые колебания обладают бактерицидным эффектом, тем самым положительно влияет на микрофлору рта и дыхательную систему. А еще игра на хомусе является профилактикой стресса. Так что приобретайте себе этот инструмент и учитесь играть. Также сообщаю вам о результатах розыгрыша, который мы разыграли в прошлом выпуске. Победителем стала Василина. Василина, поздравляем! Чтобы получить приз, напиши на электронную почту, который закреплен в описании. Иван Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Христофоров Иван Ильич, народный мастер Республики Саха-Якутия по изготовлению национального инструмента хомус. Вообще-то с хомусом я занимался с конца 80-х годов, а сам из Орджоникидзевского района Республики. Раньше это Орджоникидзевский район, село Тумул, это, сейчас Хангаласский улус. Там, где Ленские столбы сейчас. Напротив Ленских столбов есть село такое маленькое. Оттуда родом. А родители раньше умерли давно, еще я их даже не помню. Отец, говорят, был мастером по плотницкой части и по металлу тоже. Он реставрировал пилы, топоры, делал сельхозтехнику. Тогда колхоз был. В то время колхозы были, он работал в колхозе имени Молотова. Строил мосты, дома. Поэтому, видимо, гены дают. Брат у меня старший, наш брат был художником, скульптором по профессии, он закончил художественное училище, поэтому стал художником-скульптором. Он сделал немало этих статуй всякие, памятники сделал, памятник знаменитый был, мне, кстати, есть воинам-ветеранам. Но он еще рисовал хорошо, художником был, песником и так далее. Я помню, он меня возил всегда на печные работы в то время. А с хомусом, до хомуса я еще увлекался дактитермией, то есть делал чучела уток всяких. Интересно просто было. Да. А потом немножко рисовал, а потом в 80-х годах хомус – это почти исчезнувшаяся была культура. В то время этим занимался Иван Егорович Алексеев. Он изучал этот хомус, он даже пропагандист этого хомуса. Много писал в газете, я читал в газетах, что надо возрождать это искусство. Я и взялся тогда самостоятельно. А вы чем занимались? Я тогда работал мастером производственного обучения по вождению в СПТУ, профтехучилище. Да, потом преподавателем физики. С работы не отпускали, тогда учили делать хомусы как мастер-класс на неделю, на 10 дней. Могли отпускать
Вилюйский район, там в Вилюйске был Захаров, делал хомусы профессионально, мастер. Вот. И он брал учеников, и учил их на 10-8 дней, как мастер-класс. Вот меня с работы, он хотел взять меня, но с работы тогда меня не отпустили, так что пришлось самому все делать, вот, самому все вникать в это искусство. Ну, надеюсь, думал, получилось. И вы сами научились? Да, сам научился. Читал книги, там тогда брошюрки были, выпускались по изготовлению. В основном Захарова брошюра была, еще брошюра была, статьи мастера из Мегино-Кангаласского улуса, ну, они уже именитые тогда, эти мастера были. Их очень мало было, именитых мастеров в районах. По районам по одной только, наверное. Вот. А вот в Хангаласском улусе, в нашем районе мастеров что-то не было тогда. Или если, ну, говорят, что были мастера, но уже умерли они давно. А сейчас есть? А сейчас практически нет. Ну, я делаю, в Немигунцах один парень делает, и в Бугнихтаке тоже. Они у меня брали уроки там, смотрели. Ну вот, хомусов, конечно, типов их, этого инструмента очень много. Ну, давайте начнем вот этот вот бурстовский хомус. Запатентованный Бурсовым Николаем Николаевичем. У него крепление в 3 местах. Вот такие вот крепления. В 3 местах есть. Вот примерно так вот. Ну, я там, идя дальше, сделал крепление вот в 2 местах. Так, покажите как. Вот, в 2 местах. Вот такое может быть, где вот такие могут быть в виде Эйфелевой башни. В 4 местах можно сделать. Но это для потехи я взял и сделал такие. А это как-то влияет на игру? Да, практически не влияет, конечно. Влияет только в том, что длина язычка меняется, вот, становится поменьше. И частота звука будет уже другой, чем вот с одним таким креплением. А что влияет на частоту? Тут очень факторов много, говоря математическим языком. Это функция из нескольких неизвестных. Ну, тут влияет жесткость язычка, твердость. То есть от ее толщины? Да, от ее толщины, ширины. И длины язычка? Вот да, и длины. Вот это вот, вот эта да, часть? Вот этой части 4, вот 5 и 6 сделал. Так, для потехи 6 таких креплений. Они, конечно, не влияют. Но еще есть запатентованные, допустим, вот есть Чахова, называемый, хомус с кольцом. Хомус с кольцом, чтобы держать удобно было. И, во-первых, он не зажимает зазор язычка между щеками. Играющий. Да, играющий уже может спокойно держать только держит за кольцо, а не за сам хомус. Да, если он поэтому в эмоциях, если играет, то так может зажать, чтобы не зажимал зазор, делается для него. Ну, еще есть, конечно, виды двухязычковые инструменты. Вот это я вообще первый раз вижу. А как играть на них? Двухязычковые инструменты. Ну, можно одними, можно обоими. Вот, допустим, сейчас одним. Можно 2. Ух ты. И можно вот так еще есть.
тут слышится звон колокольни церковного. Ну, примерно так. Здорово. А то вот еще есть разновидность больших хумусов. Это басовый хумус, или иногда говорят гигантский. Басовый уже понятно по слову. Сейчас будем Да, говорить. по звучанию. Да, звук. Вот. Вот еще есть маленьких инструменты. Вот примерно такие. Они тоже играют. Маленький. Здорово. Ну, этот совсем маленький, допустим, вот, очень маленький. Вот так, ладошки. Вот, смотрите. Маленький. Можно тоже на нем сыграть, но примоститься, если там можно и сыграть на нем. Но язычок работает, вот. Ух ты. Сейчас попробую. Вот чуть-чуть там где-то слышно. Вот еще есть хумусы, серьги. Можно заступить на ухо. Все. Играют тоже. Они играющие. Можно снять и играть. Вот так. Здорово. А это хумус, как называется, эти, прищепляется к ухам тоже играющие. Вот. Ну, еще есть разновидности прикусных инструментов. Он сверху, допустим, уже зазор в любом случае он не может быть. Остается зазор постоянно. Поэтому вот здесь вот. Да, перемычка стоит. Сделана перемычка соединенная. Тогда, А почему нельзя во всех хумусах вот так вот перемычку делать? ну, во всех. Он всё равно, Трудновато наверное, делать. Да, трудно делать. Потом настраивать тоже очень сложнее. влияет. А с какой целью вот эту перемычку? Если Ну, это, тоже допустим, не зажимается, да? Да, рука вся вторая была свободна. Ага. Прикусил и играешь. Вот здесь вот есть этот Да. следы. То есть Да, место для зуба. Ясно. Прикусил и играешь. Вторая рука свободна. Ну, а это вообще для беззубов можно играть. Вот. Да, без С крылышками, как бы. Если зубов нету, то можно тоже играть. Ну да, вот, уважаемые Да. зрители, у кого нет, так не отчаивайтесь. Значит, Можно такие играть. тоже можно играть. Мгм. Так, подождите, не фокусируется камера. Маны тутунра, ладошка тегер. Вон гальниками. Во. Угу. Здорово. Так, ну еще есть инструменты с насадкой. С насадкой делаю с гербами. У меня сейчас их не осталось. Вот такой герб. Не герб, это просто мамонт. Вид. Ладошка. Мамонт вид спереди. Он на звук тоже не влияет. Ну, так, просто для красоты.
С какого металла обычно делают? Ага. Металл у нас, корпус делается из стали. Любой марки, более-менее мягкой. Твердая сталь, она будет лопаться, поэтому берется сталь помягче, сталь 3 обычно. А язычок – инструментальная сталь. Допустим, это пила у нас, двухручная пила есть. Есть пилы от рамочных пилорам. Пилорамы берем, вот эти вот инструментальная сталь уже идет. Так, я еще пропустил, есть еще вот один вид инструмента, это трехязычковый. 3 язычка уже. 3 язычка, да? Да. О. 3 язычка. Тоже могут играть, но они, так как 3 языка не могут совпадать друг с другом, поэтому почти не слышно, она играет. Ну тут практика нужна, наверное. Хамуса различается по нотам. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Она берет всю большую октаву, часть контроктавы и часть первой октавы берет. Можно То есть, сделать. если вы задумали какой-то хамус какой-то октавы, он у вас получается? Да. Потом... По размерам я уже знаю примерно, какой надо. По жесткости тоже. Если, потом подгоняете? Да, по жесткости подгоняем. Примерно уже ставлю, а потом уже при точной регулировке уже регулируем по концовке язычка. Ее уменьшаю или увеличиваем массу. Стачиваем вот эту вот часть. Вот, которая закругленная. Которая закругленная. Можно добавить свинца, тогда уже будут низкие ноты пойдут. Или удалить, тогда более выше пойдет. Ясно. Так, еще вот нетрадиционные инструменты есть. Это тоже сильно не влияет на звук, но просто для удобства держать вот можно, любые делать. Они тоже играют нормально. Вот. Любых можно, всяких можно придумать размеров, форм. Вот, но на звук она не влияет. Вот тоже удобно держать вот так, допустим. Вот, так держал и вот якутская форма игры, мы так играем. Тувинцы так играют, казахи. Австрийцы, Европа вот так играют. Обратно. Нотные инструменты, вот, допустим, вот, нотные. До, допустим, вот так, до. Ре. Слышно, да? Сейчас ми и фа возьмем. Ми, фа, ну и так далее. Соль, ля, си. Вот. Настраиваю на тюнер у меня есть. Раньше тюнером, а сейчас уже в телефонах загружаем программы, там есть. Вот еще один инструмент у меня. Соединение Чахова и Бурцева. 3 вот этих. То есть 2 изобретения, соединенных в одну. У якутских мастеров всегда делаются хомусы с стеклами.
Ну, в отличие от других. Допустим, у нас чехлы разные, вот, резные, если вот с фотографией. Вы чехлы тоже сами делаете? Да, чехлы тоже все сами делаем. Это тоже считается чехол. Угу. Вот. И вот еще такой чехол можно делать. А эти чехлы уже вот с бархатом. Это тоже с бархатом. Вот. Чтобы влага не попадала, не ржавела. Да. Я такой первый раз вижу и слышу, что хомус бывает электронный еще. Иван Ильич, ну-ка расскажите, как про электронный хомус. Угу. Ну, да, электронный, потому что раньше иногда люди путают, почему не электрический там, все равно там по да, да. Но тут гитары раньше они делали, когда были еще ламповые усилители, а тут усилители у нас основан на электронике, на микросхемах, поэтому будем говорить, что он электронный. Электронный будет, хомус. Да. Справедливее будет, если он будет электронным, а не электрическим. Хотя тут сейчас спрашивают, не ударит ли током. Да, он включается, можно работать, он может работать через сеть 220 вольт, благодаря вот выпрямителю. И батарейка, он стоит, тут батарейки пальчиковые, на выходе 12 вольт, а тут дается микросхема 5 вольт. Ну, так что током никогда ничего страшного током бить не будет. Но электроника все тут на микросхемах, как я сказал. Транзисторы тоже современные стоят, мощные транзисторы. Микросхема, конечно, маленькая, все, поэтому он компактный, очень компактный получился. Регулируется тут частота, выход, включ-выключ и заряд. Как телефон заряжается. Так, ну сейчас покажу, как работает. Тут сделано специально, чтобы было удобнее держать. Руки можно отпустить, играть на пианино. Можно, допустим, человек, если умеет играть на гитаре, даже можно играть, я включаю, допустим. Мне сразу в голову приходит вот губная гармошка, они тоже на вот, плечи, вот на плечи ставят, и это специально сделано. Тут то же самое, но да, можно уже руки свободны. Чтобы были руки свободны, я сделал так, мы сделали это специально. Ну вот, друзья, ну как вам? Так. Здорово. Можно играть. Подстраивать можно гитару там под него, барабан может, допустим, человек играть. Здорово. Вот. А еще есть двухязычковый инструмент. Тут два язычка. И можно играть уже на двух языках. Можно на одно остановить. Руками, конечно, можно так останавливать любую. Прижать. Прижать. Тогда она не будет играть, конечно. Вот принцип основан на резонансном явлении. Это в школе все проходили. Ну, соответственно, тут усилители есть, генератор и так далее. Вот тут двухязычковый батарейка у меня сели, поэтому можно на них включить и играть тоже можно. А как вам идея такая пришла? Это идея были просто уроки были, мастер-классы давал Бурцев Николай Николаевич. Он тогда идею подавал один раз.
что можно, допустим, если генератор выдает такие же частоты, как и сам хомус, то можно, подавая на него, заставить язычок играть, Колебаться. да, колебаться, ну, как в резонансе. Ну, соответственно, в то время таких усилителей не было больших. Но большие я собирал тогда. Очень громоздкие были усилители уже с несколькими этими транзисторами. А так сейчас уже более-менее стали компактнее. Вот. Ну, в будущем, наверное, еще меньше будет компактнее. Да, в будущем, да, можно собрать даже уже на самом. На самом, да. Да, на самом хомусе, Ну, если там чиповые будут, да. как чип маленький. Батарейки только сейчас, ну, еще будут, если батареек поменьше сделают. Ну, батарейки есть уже, наверное. Да, поменьше есть, наверное, уже. Раньше таких батареек не было, были батарейки очень большие. У вас патент есть на это изделие? Да, на эти изделия есть патенты. Но мы собрали электронику, часть из этого собирал электронную часть Федоров Валерий Филиппович. Это мы вдвоем. Он собирает электронную часть, а я вот сам хомус. Вот. Ну и вот второй на двухязычковый. Тоже патент взяли. Это какой год у нас? 19-й год. А это 12-й год. В 12-м году мы взяли. Сейчас покажу просто основные основной вид, как сделать обычный инструмент, хомус, не обычный, а хомус. Вот. Он делается из таких стальных проволок, которые привозят, допустим, привязывают арматуру, строительные арматуры большие, их привязывают, чтобы не рассыпались. Вот такими проводами, проволоками. Вот они как раз и по диаметру подходят для изготовления инструмента. Как раз подходят, поэтому мы их и берем. Так, ну еще беру вот такой, сделал такой шаблон. Это для средних хомусов. Есть шаблоны для разных больших, маленьких, средних и так далее. Только по шаблону делаем. Ну, тут риски на шаблонах есть. По рискам делаем такие метки. Тут карандашом не получится, а лучше такие метки делать. Если они не влияют на этот. Вот, хорошо видны просто. По этим меткам гнем эту проволоку. Так вот. Еще. И дальше гнем уже остов сам надо сделать, форму остова. Так. И режем.
Вот уже виден силуэт будущего хомуса. Вот так. Вот. На ваших глазах, друзья, рождается хомус. И вот так получится. Вот. Дальше там форму доделываем. Сколько мне лет потребуется, чтобы научиться вот с нуля? Всю жизнь приходится. А когда делаю, всегда думаешь, да, что-то новое иногда открываешь. Я до сих пор иногда учусь. Вот это вот корпус сделать еще не сложно. Сложнее делать. Установить язычок. Да, вот на станке шлифовать, точить вот углы. А вот до сих пор учусь делать. Ну, постоянно когда делаю, стараюсь, чтобы не ошибиться. Вот примерно так вот. Должно быть такой зазор. А криво. Какой-нибудь. А уже надо тут этим пилками по металлу все вручную идет. Это симметрию надо, вот такое, чтобы симметрично было, надо на свет смотреть. Ну, так что она гнется. Дальше уже на свет надо делать. Тут зазор надо смотреть. Это правило. Как правило будет. Должна быть очень прямой. Вот, примерно так. Особенно внутренняя часть. Да. Еще поправляем на станке уже. И вытачиваете вот А грани, дальше да? идет грань, вытачивание грани под углом. Ясно. Ну вот, друзья, Вот. учитесь. Может, кого-то заинтересует тоже. А язычок болгаркой режу болгаркой. Вот такой формы. Чем точнее, тем меньше времени уходит. Иногда вот такие толстые получаются, точить уже уходит много времени. Такие толстые, если получится. Поэтому тут уже, как говорится, от опыта тоже зависит скорость изготовления. А раньше вот у нас болгарки не было. Все приходилось молотком, зубилой. И получались очень такие широкие язычки. И точить их было очень долго. Уходит время, плюс еще наждачный круг быстрее стачивается. А сейчас уже болгарка есть, поэтому стараешься делать более точным язычок. Да, ну современные инструменты современно облегчают работу, поэтому вот быстро идет. Можно делать, но стараешься.
Иван Ильич, спасибо, что согласились встретиться со мной. Ага. Всем до свидания. Желаю всем удачи. Был рад показать свои инструменты. И всем благополучия. До свидания.